Дорогие друзья, мы находимся в гостях у нашей старой знакомой, у Саргаланы Мироновой. Это мастерица, она известна не только в республике, но и далеко за ее пределами, благодаря своему мастерству. Она работает в самых различных техниках. Посмотрите, дорогие друзья, вот такая вот сумочка, она вообще из какой-то серии прям вот лакшери-лакшери по исполнению, по качеству, по эстетике. Дорогие друзья, вот смотрите, можно, оказывается, вот примерно такого плана сумочку выполнить своими собственными руками. Из какого материала она сделана? Она сделана, выполнена из рафии. Рафия – это пальмовые листья, их высушивают, нарезают пластинами, а затем, когда высушивают, из пластин плетут нить, пряжу. И из этой пряжи уже изготавливают замечательные изделия из рафии. Они получили широкое распространение по всему миру. Из рафии можно изготовить вот такой вот прекрасный, чудесный головной убор. Но сейчас мастерица нам все покажет и расскажет, для чего, как и где брать эту рафию у нас в Якутске. И что можно изготовить из этого чудесного, экологичного материала. Саргалана, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, рафия. Вы плетете из этой рафии сумочку примерно вот такого плана или другого? Я не плету, а вяжу. Вяжете, хорошо. Крючком. Так. Так, немножко она другая будет шопер, а цвет точно такой же, да? Вот, я в прошлом году еще покупала. А вы сами окрашивали? Нет, вот нет, это готово. То есть это уже готово? Трехцветка. То есть можно рафию уже приобрести в магазине? Да, конечно. На самом деле, друзья, рафия вообще, естественно, ее цвет, она такая вот коричневато-молочного, ну какого-то вот кофе с молоком, вот такой вот цвет. А вот эта вот сумочка, да, она уже изготовлена из рафии, из окрашенной пряжи. Пряжа ведь, да? Да, это пряжа рафия. Рафию можно приобрести в любом магазине для рукодельниц. Да. Или через интернет где-то у каких-то, в общем, в интернет-магазинах это можно сделать. Рафия, производители Wildberries очень можно разные да? бывают производители, да. И в нашем городе 2 магазина занимаются пряжей. Это магазин «Любимый» на Курашова, да, и магазин «Хэппи Хамстер». У них тоже бывает рафия. Рафия бывает очень разного цвета. Это, вы все правильно сказали насчет именно натуральной рафии, да? Она с него очень много, да, вот изделий можно много. Нет, пряжа в таком количестве, объеме нельзя делать, да. Почему? Потому что это очень сложная технология, но поэтому делают рафию, да, ну, как-то почти такую же, но такое волокно. Также из пальмы или из... Ну, с составом, по-моему, там. Ну, я то есть, точно не могу сказать. получается, как бы смесовое такое полотно, да, получается, Да, пряжа? Вот, она вот, видите, она такая, как лента, да, вот, вот такая. Его технология, ну, я не могу точно сказать. Ну, на полиэтилен похоже. Да, да, поэтому говорю, тут есть в составе какой-то искусственный какой-то. целлюлозная, мне кажется. Ну, а вообще, на самом деле, друзья, из рафии, из натуральной, можно ее использовать так же, как наполнитель для мебели, для там подушечек, например, набить натуральной вот рафией. А это пряжа рафия тоже, да, она чисто по тактильно, она вот как бы на рафию тоже вот похожа. Посмотрите, эта рафия, она примерно вот так же, что же, примерно с целлюлозой, да, как-то вот исполнена вот эта шляпка? Да, да. Это из рафии точно. Вот фирма Испи, и он в такой вот рольной катушечка, да, вот бывает, да. Я сначала его отпариваю, чтобы она была более пышная. Вот. И она очень разного цвета бывает. Кстати, это более натуральный цвет. Вот. Да, вот ее Панама, натуральный цвет примерно такой. И это тоже рафия. И я его как бы комбинировала к этому платью сделала. Красота. Да, То есть вот да. чтобы с это ним один носить. комплект, Да. из одного комплекта, оказывается. Так, а так вот сейчас давайте мастер-класс сюда. Я вот провязываю последний ряд.
Ну, то Если, есть техника если вязания такая самая-самая простая, Да. с которой может справиться любой новичок, который берет Да. в руки крючок. это и... самый распространенный рисунок, столбик без накида, да? А любой человек, который увлекается вязанием, это знает. И, Знаком с этой техникой. да. И сейчас я вам покажу последний стежок, последний крючок. Ой, у меня, кстати, крючок 3,5, да? Можно от 3 до 4 использовать. По идее, тут много зависит от плотности вязания. Сначала надо вот отвязать 10 сантиметров, и у него сколько петелек, столбиков получается, и тем самым, рассчитав свою плотность, мне нужна Ножницы вам нужны. ножницы. Ножницы. А мы забыли кипты. Вот она. Можете? Могу. Так, только ножницы нужны. Да. Так, в общем, смотрите, Так. у нас получилось такой вот квадратик. Ну, Да. почти квадратик, Это да? квадрат. Мгм. Это квадрат, трехцветная рафия, да. Тут 27 и 27 я уже мерила. Измерили. Измерила, где у меня метровка. Мгм. В общем, вяжем вот. Я у вас тут помощница. Так. Ну да, конечно. Так, одной бывает не всегда удобно. Ну вот отпарить его нужно, да? 26, 20. А когда мы 7, отпариваем, она 26. немножко расширяется, да? Да, чуть-чуть Удлинить расширяется. можно, немножко И её можно. Так, как мы это отпариваем? Просто вот с помощью отпаривателя? да, утюга, Или, отпаривателя утюга. А Вот, еще вот, я знаю, вот что 27. натуральная рафия, она не боится воды. Да. То есть она немножко станет прозрачной, вот это полотно, но когда высохнет, она вернет все свои свойства. В общем, короче, связали Вернутся, вернее, эти свойства. квадрат, Так. отпариваем, квадрат. Таких 3 квадрата нужно. Для сумки. Да. Это шоппер. такой маленький Вот шоппер я мы уже делаем, да? 2, не маленький будет, сейчас покажу. не маленький Я будет. уже 2 квадрата связала Так. и соединила рачьим шагом рафией черного цвета, чтобы была как бы отделка. Две окантовочка стороны, такая. да. И будем делать вот таким образом. И смотрите, как интересно ложится рисунок. Тут как бы ромбики. Какие-то ромбики, да? Здесь просто полосы получились, да? А вот А в это третьем всегда случае как-то получается вообще по-разному, по-другому, да? Вот у меня вот почему-то так получилось. Тут вообще Как какой-то силуэт. интересно. И будет вот таким вот образом. Вот Вот как. так. Мгм. И Наш еще один квадратик. складываем. Складываем. Так, что у После нас того, как отпарим. И вот так вот соединяем этой стороной, 2 стороны. И получится вот Давайте шоппер соединим. такой. Мы сейчас можем соединить? Ну, я могу, но у вас время. Давайте соединяем. Вот так вот. Да? Понятно. Видно, да? Вот. Вот как. Да-да-да, видно. Ага, и получается у нас 2 сумочка. стороны соединяем. И ручка, вот я заготовила. Ручка вот такая будет. И получится очень интересная, стильная вещь. Какая Шоппер. красота. Здесь будет кнопочка. Кнопочку я приготовила тоже. А давайте условно сейчас вот соединим как-то. Вот здесь кнопкой вот так Да. на магните. И получится очень интересная вот такая сумка. Ну, можно соединить, трёх если квадратов. время позволяет. Но мне его нужно еще отпарить. Так, как было-то. Вот так. И эта сторона, рисунок. Да, вот так, да, по-моему? Так. Ну, сочетается, да. Вот так. Это лицевая и изнаночная сторона. Вот это изнаночная. Значит, лицевую сторону вот так делаем. И вот, чтобы рисунок был вот и вот, да.
Соединяем теперь вот с лицевой стороны. Мгм. Рачьим Провязываем тоже, шагом. да? Ага. Я специально не отрезала его, нитку. Мгм. Вот две стороны квадрата и еще одна сторона. Мгм. Ой, я уже... Запутались немножко. Нет, просто отпустила его. Она вот такая. Это у меня лицевая сторона, значит, вот так. Да, вот так. Получается вот. Мгм. Вот эти стороны мы должны соединить. Как интересно. По идее, вот всего лишь квадрат и столбик обычный без накида. И все, и можно из 3 квадратов Изготовить себе замечательную сделать сумочку. Очень шоппер. стильную, очень красивую. Вот с краю берем крайнюю петельку, Мгм. И соединяем. вытягиваем нитку. Мгм. Тут 2 Мгм. и Одна. вытягиваем 1. Вот это вот рачий шаг, да? Рачий шаг. Рачий от обычного чем отличается? Мы идем не вот так, а в обратную Как бы в сторону. обратную сторону. Да, Но поэтому и рак. да, в обратную Пятится сторону. рак. Вот Рак. так, Мгм. Идет назад. да. Вот каждую петельку, Мгм. вот Можно тут, привязать, захватить. вот с этой стороны, видите, да, есть цепочка, Мгм. а это вот боковая сторона, тут нету цепочки, именно вот поперечная, да, вот, а это вот продольная сторона. Поэтому здесь вот берем одну петельку, и здесь тоже, вот здесь как бы 2 Мгм. боковая, да, Мгм. и соединяем, не пропускаем, вот так. Мгм. И вот до Здорово. конца, тут надо его чуть-чуть отпарить, ну, в принципе, Мгм. Мгм. вот так вот провязываем, рачьим А может, шагом соединяем, вы и вот так, Ага. да, вот 2 стороны Ага. соединяем, и получается у нас вот такой вот такая конструкция. Мгм. Вот мы начали тут соединять. Вот такая конструкция получается. Могу вот Вот так такая показать. вот, посмотрите, вот. Вот у нас что получилось, примерно вот так. Я вот пока вот такая эту сумочка. сторону иду, потом вот сюда приду. Мгм. Потом я не буду отрывать нить. Еще окантовочку Окантовку сделайте края опять сделаю. рачьим шагом. Да. И как мы приделаем пояс? Пояс, вы Пояс где? за Не пояс, а секунду. как он, пояс называется? Ремешок. Ремешок, да. Ремешок. Но я решила, что тут черная рафия, и вот именно вот такая цепочка продается тоже в магазинах разная, да. Мгм. И решила, что он подходит. И просто вот берем и здесь закрепляем. Мгм. Все. Чудесно. Здорово. И с этой стороны то же самое будет. Представляете, вот такая вот И сумочка. будет вот такая очень интересная, очень причем интересная. вместительная будет. Мгм. Можете И то подержать есть с этой вот так стороны. вот с этой стороны, Да. так. Вот. И вот здесь мы На кнопочке, на магните. на магните кнопка будет. Мгм. И вот такой шоппер на Примерно лето. вот такой вот шопер получается. Да. То есть, дорогие друзья, если вы увлечетесь вот этой техникой, техника называется, ну, в общем-то, Вязание крючком. вязание крючком, и можно вот в этой технике самое простое вязание крючком, без всяких там каких-то воздушных петель, да, можно связать вот такой Столбики без простой, накида и 3 квадрата. да, такой аксессуар для лета предстоящего, для какой-то отпускной поры, да, Да. вот такую красивую сумочку. Очень практичную, очень вместительную. Такая сумочка у нас получиться должна вот буквально через пару часов. Но, к сожалению, время программы у Ну, нас через час, да, может быть. даже через час. Да. Мгм. Обязательно И- важно, дорогие друзья, нужно
иметь в виду, что рафия у нас с использованием целлюлозы, но можно это полотно отпарить утюгом. Утюгом, да. Самый большой, ну вот как бы градус температура, он выдерживает, потому что там еще пар есть. А во время стирки, например, если постирать, ничего с ней не Ну, будет? нет, рафию лучше не стирать, Почистить? почистить. Вот особенно вот головные уборы, да, потому что если стирать чисто вот прямо там в воде, она может форму немножко потерять, поэтому да, лучше просто чистить. Лучше сухая не чистка. мочить. Да. А если в дождь попали, например? Ну, под зонтиком или лучше убрать. То есть нужно беречь. Но От дождик, влаги если не сильный, то чрезмерной. ничего не случится, но лучше как бы избегать такой этой, не замачивать. Скажите, а вот это вот, моточек вот этот, насколько он дорогой и может щас, ли позволить себе любая какая-то начинающая вязальщица? Сейчас вот такая вот рафия именно этой фирмы, фирмы разные бывают. Она подорожала очень сильно, где-то стоит 950, где-то там 900, 1000 даже, до 1000 А сколько доходит. выйдет из этой суммы? Ага, Допустим, да. хватит ее на одну сумку такую? Допустим, Нет, вот этого объема? полторы. Полторы Потому нужно. что здесь 100 грамм, примерно 110, а длина 250 в таком ролле, да? Тут все написано. И на 1 квадрат уходит примерно 50 грамм. Я взвешивала, и получается 1,5 ролла, да? Но в прошлом году они стоили намного дешевле. Сейчас почему-то очень сильно подорожали. Ну, Но будем надеяться, самое что дешевое где-то подешевеет. 800. Я вот в прошлом году запаслась, и получается у меня вот как бы еще чуть-чуть осталось. И, я думаю, тут я сделаю еще подклад. Тогда он будет вообще закончен. И еще планирую вот такую же сумку, да, шопер вязать из однотонной и там бахрому сделать. Здесь бахрома лишняя, я считаю. А однотонную, да, Но она будет такая бахромой очень лаконичная. если украсить, Даже, будет скажем, очень вот эффективно. деловой эффектная, какой-то то есть. костюм может вполне украсить. Такая вот сумочка, да? Саргалана, большое вам огромное спасибо, что вы поделились своим мастерством с нашими телезрителями, своей гармонией души, мыслей. Глядя на вас, просто вот отдыхаешь душой, наблюдая вашу работу, как-то мысли все как-то устаканиваются, ритм сердца как-то он замедляется, все становится очень спокойным, гармоничным. Главное в рукоделии – это даже не сколько уйти от сегодняшних каких-то проблем, а главное, скажем так, быть самим собой, своими мыслями, как-то немножко замедлить темп нашей бешеной жизни, как-то найти вот умиротворение вот в этом деле. Вот мне кажется, вот главная такая задача, не задача даже, а то, что нам дает вот именно увлечение рукоделием. Пусть это будет все что угодно. Но сегодня мы занимались, изготавливали, вязали сумочку из рафии. Ну что, будем пробовать? Я думаю, это посильно каждому. Ничего сложного нету. Крючок, ролл рафии, 3 квадрата, и может выйти очень красивая вещь на лето. И она будет только у вас, то есть И в радовать единственном будет. экземпляре. И себя, Да. и окружающих своей красотой. Было бы желание, я считаю, что если есть желание, да, то ничего невозможного нет. Каждый может найти занятие по душе. И желаю всем этого. Спасибо, Саргалана.